Пачатак другого перыяду навучання тут адзначылі урачыстым мітынгам. Ганаровы госць – намеснік камандуючага унутранымі войскамі Министерства внутренних справ Беларуси Игорь Бурмистров. Прежде чем заступить в караул, прежде чем выйти на маршрут патрулирования, естественно, военнослужащий должен пройти курс обучения, сдать зачеты и после этого уже только приступить к выполнению поставленных задач. Если мы в первом полугодии, что касается военнослужащих контрактной службы, занимались больше одиночной подготовкой, то во втором периоде основной упор делается на слаживание подразделений. Рот, батальона, в целом воинской части. Ну и, соответственно, логически это все завершается осенью при проведении или контрольно-проверочных занятий, или итоговой проверки учением. У першы дзень новага навучальнага сезона у воінскай часті разгарнуліся каля дзясятка вучэбных пляцовак для тэарэтычных і практычных заняткаў. Дмітрый Сутнік служыць тут па кантракце ўжо 11 гадоў. Штогодовае навучанне лічыць справай вельмі карыснай. На данном периоде проходим сейчас занятия по требованиям безопасности. В данный момент они нам помогают качественно выполнять наши задачи. То, что забывается, мы вспоминаем. Самое главное, да, не допустить травматизма, усовершенствоваться как личность. Ну и свои выводы, конечно, надо делать из этих занятий. Першая медицинская дапамога, фізічная і тактычная падрыхтоўка, патруляванне вуліц і канваіраванне, меры бяспекі пры выкарыстоўванні зброі і боепрыпасаў. Усё гэта і іншыя навыкі належыць удасканаліць кантрактнікам і ўпершыню асвоіць новичкам. Я считаю, что каждый мужчина, каждый должен стать защитником Отечества, он должен пройти через эту школу, через эту тяжелую школу жизни, для того, чтобы передавать эти знания, чтобы быть опытным, чтобы в любой момент стать на страже своего народа, своей родины, своей страны. 2017 рашэннем камандуючага унутранымі войскамі вызначаны як год баявой падрыхтоўкі. Алена Ракуць, Евгения Мороз, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».